Смотрите актуальное интервью в студии Екатерины Карпухина. Здравствуйте. Ежегодно во всем мире 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В преддверии этого дня проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблемам людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Как декада в этом году будет проходить в республике, о том, как решаются проблемы инвалидов, мы поговорим сегодня с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Наверное, первый вопрос вообще, сколько инвалидов проживает в нашей республике и какая политика проводится в отношении граждан с инвалидностью? У нас в республике проживает 58 тысяч инвалидов, из них 6 тысяч детей-инвалидов. Безусловно, социальная политика республики направлена на поддержку лиц с инвалидностью. У нас реализуется программа «Доступная среда». Она у нас сегодня интегрирована в государственную программу Российской Федерации. Принимается комплекс мер, направленный как на поддержку социальную, так и на обеспечение самой доступной среды, на комплексную реабилитацию и абилитацию. А вот какие конкретные меры поддержки предоставляются гражданам с инвалидностью у нас в республике? Отличаются ли они от программ российских? Хотелось бы отметить то, что граждане с инвалидностью, как льготная категория, они относятся к федеральной льготной категории. У нас в республике приняты дополнительные меры. То есть, если за счет средств федерального бюджета, пенсионного фонда выплачиваются пенсии по инвалидности и так далее, то у нас в республике принят закон. С 2009 года он работает, и такие дополнительные меры реализуются как проезд до реабилитационных центров, это дополнительные технические средства реабилитации. То есть у нас граждане с инвалидностью могут обратиться как в фонд социального страхования и получить то или иное средство реабилитации по федеральному перечню, так и в управление социальной защиты, где человек может обратиться за каким-либо средством технической реабилитации по дополнительному перечню. И стоит сказать, что где-то до 1500 человек у нас ежегодно получают такую помощь, и до 1500 человек и примерно 900 сопровождающих в год пользуются мерой поддержки именно по проезду до реабилитационных центров. В стране уже не первый год реализуется программа «Доступная среда». Какие успехи у нас в Якутии? Да, действительно, наш субъект один из первых принял участие в государственной программе «Доступная среда». Мы уже с 2012 года получаем федеральную субсидию как поддержку на обеспечение доступной среды. Есть такое понятие, как перечень приоритетных объектов жизнедеятельности, которые согласовываются с обществами инвалидов. Определяется такой перечень, где требуется в первую очередь обеспечить доступность. И за годы реализации данной программы порядка 400 объектов уже оборудованы тем или иным средством доступности. Вы видите, наверное, у нас на улице, на объектах, начиная с пандусов и средства доступности внутри, то есть это должна быть обеспечена универсальная среда. Как раз на эти цели и работает данная программа. А что касается трудоустройства инвалидов, какие механизмы у нас сейчас в республике есть? Безусловно, вопрос трудоустройства инвалидов, он на сегодня является, я бы сказала, приоритетным именно в области поддержки наших граждан с инвалидностью. Если по цифрам посмотреть, то где-то 45% из общего числа граждан у нас в трудоспособном возрасте, так скажем. Безусловно, есть лица, кто в принципе не может работать, но потребность в трудоустройстве она есть. Трудоустроены на сегодня порядка 27%. Поэтому один из основных механизмов – это закон о квотировании рабочих мест для тех, кто сегодня нуждается в этом. И были внесены соответствующие изменения, увеличены проценты по квотам. И на сегодня, по последним данным, примерно 3000 рабочих мест созданы именно в рамках закона о квотировании. Они заполнены примерно на 2000 мест. То есть на них трудоустроено 2000 человек с инвалидностью. А какая это обычно сфера деятельности?
Ну, это разная может быть сфера деятельности, безусловно. И, безусловно, под квотирование не попадают те, значит, рабочие места с вредными и опасными условиями труда, безусловно. Вот куда нужно обращаться людям, которым впервые поставили, получается, диагноз инвалидность? Это медико-социальная экспертиза. Медико-социальная экспертиза формирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов, то есть это тот комплекс мер, который направлен не только на медицинскую реабилитацию, но и на социальную, социокультурную реабилитацию. То есть в этой индивидуальной программе реабилитации прописываются и, значит, рекомендации по трудоустройству, опять же, и другие, значит, моменты, в рамках которых как раз человек, и обращаясь в те или иные инстанции, должен получить соответствующую помощь. А если инвалидность поставлена бессрочно, то нужно ли проходить какие-то экспертизы медико-социальные? Ну, мы бы рекомендовали проходить, обновлять, так скажем, индивидуальные программы реабилитации, именно с той точки зрения, что в них прописывается комплекс реабилитационных мероприятий, то есть помимо, вот как я сказала, медицинских и ряд других, поэтому, в принципе, мы рекомендуем обновлять эти программы. А как часто? Но это уже по потребности. А вот то, что касается детей-инвалидов, да, что делается в республике, чтобы сократить их количество? В общем-то, у нас создана сеть реабилитационных учреждений, 7 реабилитационных учреждений в ведении Министерства труда и социального развития республики. Из них 4 учреждения именно детские, исключительно детские. И вы наверняка знаете, что в этом году распахнул свои двери большой современный реабилитационный центр для детей-инвалидов. Мы уже начали работу, около 500 детей сегодня уже получили там комплексную медико-социальную помощь. То есть этот центр как раз-таки направлен на то, чтобы всю потребность в комплексной медико-социальной помощи для наших ребятишек был обеспечен. А как у нас в республике работают некоммерческие организации с инвалидами? Какие-то меры поддержки, что они делают? Ну, я бы сказала, что сектор некоммерческих организаций именно вот такого плана, да, он на сегодня действительно расширяется и развивается. У нас по нашей программе социальной поддержки граждан Республики Саха-Якутия существует даже такое мероприятие, как субсидия для некоммерческих организаций, которую мы на конкурсной основе предоставляем. Традиционно нашу субсидию на конкурсной основе и реализуют программы. Это, конечно, общество инвалидов ВАИ, то есть региональное отделение ВАИ, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых. И, конечно, есть некоммерческие организации, достаточно новые, но которые на сегодня уже имеют опыт работы. Например, такой фонд Харысхал, вы, наверное, тоже знаете, который на сегодня имеет большую программу, тоже направленную на комплексную реабилитацию детей с инвалидностью. И порядка 70 миллионов рублей ежегодно на эти цели только через нашу программу направляется. Вот, работает федеральный реестр инвалидов, да? Вот, насколько внедрение этого реестра помогает упорядочить работу по предоставлению мер господдержки? С 2016 года этот федеральный реестр начал, так скажем, первые подготовительные шаги были произведены в 2016, в 2017 и в 2018. Туда подключаются все федеральные органы исполнительной власти, которые непосредственно принимают участие в реализации индивидуальных программ реабилитации. И также на сегодня ведется работа для того, чтобы и субъекты, участвующие в реабилитации республиканского значения, тоже были туда подключены. И, соответственно, после этого, как мы ожидаем, уже в 2019 году появятся возможности у непосредственно граждан, значит, через свои личные кабинеты проверять информацию, в частности, по реализации вот этих индивидуальных программ реабилитации. Расскажите, пожалуйста, о декаде инвалидов, что планируется в городах и районах республики?
Декада инвалидов у нас проходит ежегодно. Как вы сказали, она приурочена к Дню инвалидов. В этом году она уже начинается с 23 ноября и будет продолжена по 14 декабря. Безусловно, во всех районах, городах республики проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку лиц с инвалидностью, на какие-то социокультурные мероприятия. Это фестивали, конкурсы. Самая главная задача этой декады – обратить внимание общественности еще раз на существующие проблемы вокруг именно, возможно, реабилитационных, социокультурных вопросов, направленных на лиц с инвалидностью. Елена Александровна, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что это было актуальное интервью. Говорили мы сегодня о социальной поддержке инвалидов. Всего доброго.